Это место проведения Восточного Дакара, кольцевая гонка Такламакан. Если бы кто-то сказал вам, что хочет провести 5000-километровую гонку по бездорожью в Такламакане, означающее море смерти, что бы вы подумали? Наверное, эти люди сошли с ума. Но что еще более безумно, так это то, что кольцевая гонка Такламакан — это не просто копия Дакара. Когда вы стоите на земле уйгурской автономии и проезжаете каждый спецучасток, пересекая пустыни, пустоши Гоби, заснеженные горы и каньоны, вы понимаете, здесь сложнее, чем на Дакаре, а рельеф разнообразнее. Эта безумная гонка создана для уйгурской автономии. В ралли-рейде ты свободен в рамках правил и хладнокровно адаптируешься в условиях свободы. В отличие от кольцевых гонок, трасса ралли-рейда находится в дикой природе и бесконечно меняется с самого старта. Горы, пустыни, реки, где есть препятствия, там и возможна трасса. Что такое ралли-рейд? Каково его определение? Это гонка на длинные дистанции, включая автомобили и мотоциклы. Это не кольцевые гонки и не гонки с препятствиями. Поэтому для кольцевой гонки Такламакан, как и для Дакара, дистанция в 5-6 тысяч километров за всю гонку – обычное дело. Шу Хаабо – один из основателей кольцевой гонки Такламакан. Его второе амплуа – пилот, который когда-то мчался по трассам. Его страсть к гонкам переросла из управления автомобилем в организацию соревнований. Опыт пилота позволил ему ставить целью не просто скорость, а более глубокий опыт и рост участников. В чем разница между нашей гонкой и Дакаром? Мы максимально сократили дорожные секции. Когда они выезжают из лагеря на старт спецучастка, мы сокращаем этот перегон, делаем его 100 или 200 километров, чтобы они могли перейти из состояния отдыха сразу в состояние борьбы. Я думаю, так лучше проявляется истинный уровень пилота. Для участников ралли-рейда несколько тысяч километров – это марафон, который испытывает не только скорость, но и выносливость. Ежедневно преодолевая сотни километров на скорости, они только что сошли со спецучастка и без остановки отправляются на следующий, новый этап. Уникальность правил кольцевой гонки Такламакан в том, что все дорожные секции не входят в зачет. Пилоты полностью высвобождают свой потенциал на спецучастках, сокращая перегоны и стремясь к более чистой соревновательности. Если мы проводим гонку в южной части уйгурской автономии, у нее свои особенности, если в северной части – другие особенности. Если соединить южный и северный участок уйгурской автономии, спецучастки, которые мы сделаем, будут длиннее и захватывающие, чем на Дакаре. Сегодня короткий спецучасток, всего 160 километров, но он непростой. Есть камни, скалы, склоны. Непросто, но никогда не бывает просто. Но нельзя делать только сложно, нужны еще и удовольствие, интерес. Интерес становится осязаемым на фоне величественных пейзажей уйгурской автономии. Разнообразие рельефа и богатство трасс – это двойное испытание, скорость плюс выносливость. Мне уже не терпится попробовать, хватит слов, садимся в машину. Итак, мы отправляемся, чтобы испытать на себе трассу пилотов-гонщиков. Наша машина не переоборудована, мы можем только ознакомиться с трассой пролога. Это здесь считается ровная дорога. Да, это здесь самая ровная дорога. Здесь канава, много канав. Но здесь вокруг почти никого нет. Если тут действительно нужно будет ремонтировать машину или если она сломается, придется чинить самому, времени на помощь извне будет мало. Вы задали хороший вопрос. Кто может помочь починить машину во время гонки? Во-первых, только участники могут ремонтировать машину. Пилоты из нашей команды могут помочь мне. Пилоты из других команд тоже могут помочь. Нельзя прибегать к посторонней помощи, включая свою ремонтную бригаду, включая местных жителей,
Участникам помогать нельзя. Больше 10 дней, несколько тысяч километров — это не увеселительная прогулка, а испытание на прочность, выводящее на максимум технику, физическую силу и силу духа пилота. Кольцевая гонка Такламакан — это не просто погоня за скоростью, чаще это борьба со временем, с условиями и со своими пределами. Внутри и вне трассы выносливость и ум — ключ к победе. В гонках самое главное — надежность, потому что поломка — это самое страшное, что может случиться. Такие внезапные проблемы — обычное дело на кольцевой гонке Такламакан. Пилоты и команды трудятся всю ночь, чтобы на следующий день их любимые машины с ревом продолжили борьбу. В гонках самое главное — упорство, продержаться до конца. Правила — это основа любых соревнований, и в этом одна из привлекательных черт нашей гонки. А основа всех этих правил — принцип честной борьбы. Раньше общалась с некоторыми пилотами. Дорожную книгу выдают только вечером перед гонкой. Да-да-да, потому что если получишь дорожную книгу заранее, можно будет ориентироваться по ней на трассе. Некоторые даже, получив дорожную книгу, используют специальное программное обеспечение, чтобы смоделировать трек всего спецучастка. И пилот может заранее проехать по этому треку. Но на Дакаре, как и на нашей гонке, дорожную книгу могут выдать только утром перед стартом. У тебя просто нет времени в фоновом режиме на компьютере, с помощью программ, построить трек для всего спецучастка. Это делается для того, чтобы предоставить всем платформу для честной конкуренции. Кольцевой гонке Такламакан уже 20 лет. Как у вас вообще возникла идея создать это ралли? Лично я с самого детства я имел дело с мотоциклами. Они мне очень нравились. Уедешь далеко-далеко, в безлюдное место, в пустыню Гоби, в пески, мы часто ездили так развлекаться. Позже я также познакомился с ралли Дакар, и я подумал, это же можно организовать и в уйгурской автономии. Не нужно выезжать за границу, не нужно ехать куда-то еще. Прямо здесь, на нашей гонке, можно проверить свою технику, испытать свои навыки, осуществить свою мечту. Эта платформа позволяет это реализовать. Потом, благодаря мотоциклам, я познакомился с Хэ Цзиньхуаем, а также с Фан Чжинем. Мы втроем собрались вместе и зажглись идеей создать свою индустрию. Шу Хаобо создал мечту под названием «Кольцевая гонка Такламакан», а пилоты ответили на нее страстью и смелостью. Не сходи с дистанции. Скажи штабу, что не сойдешь. Он гонит в первый раз и не ожидал, что трасса окажется настолько сложной. В жизни нужно упорствовать не ради других, а ради себя, наслаждаться гонкой, безопасно добраться до финиша, превзойти самого себя. Пилоты несутся по пустыням и пустошам Гоби южной части уйгурской автономии, по заснеженным горам и древним руслам. Каждый новый сюрприз — это не только испытание сменой трассы, но и бескрайние пейзажи уйгурской автономии, которые невозможно осмотреть до конца. Наша гонка неповторима именно благодаря природе уйгурской автономии. Приезжайте в уйгурскую автономию.
Здесь можно увидеть пустыни, ледники, степи, прекрасные высокогорные степи, есть и подвижные пески, как в некоторых пустынях мира, а еще пустыня Кумтак, которая находится ближе всех к городу, включая и совершенно уникальные фантастические пустыни. Как житель уйгурской автономии, я очень горжусь этим. Я думаю, что наличие в уйгурской автономии кольцевой гонки Такламакан может в этот особенный сезон привлечь сюда еще больше людей. Наша гонка стала брендом уйгурской автономии потому, что еще до создания этой трассы в уйгурской автономии уже было такое природное, благоприятное преимущество в виде рельефа и ландшафта, это настоящий рай для автоспорта. И в итоге этот рай, в свою очередь, поддержал и укрепил бренд гонки. Ради чемпионской гонки хочется снова бросить вызов самому себе. Цель – подняться на подиум. Самое трудное – это воля, характер и физическое состояние пилотов. Это своего рода предел, как для человека, так и для техники.